Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем с вами играть в игру Сеттех. Это новый якутский хоррор, он вышел буквально недавно, так что не будем терять времени, присаживайтесь поудобнее, будем начинать новую игру. Всем приятного просмотра. Игра Сеттех основана на реальных событиях, произошедших в Якутии в середине 90-х годов. Имена и некоторые аспекты сюжета были изменены, а также использованы элементы сюрреализма. Сентябрь 96 год. Вчера услышал, что охранник, работавший в этой школе, умер. А чего именно, я не знаю. Учителя говорят, что он умер в больнице, но по слухам его тело нашли дети в одном из классов. Так как я новый приходящий работник, директор попросил меня привезти кое-какие вещи для школы, починить проводку и сделать протекающую трубу. И все же мне как-то не по себе здесь находиться. Надеюсь, я быстро с этим справлюсь и поскорее уеду отсюда. Так, понятно. Мы приехали в школу, да? Так сказать. Нужно перетаскать вещи в кладовку. Я немного увеличила чувствительность мышки, но это, как всегда, это... Так, это поворачивает. А как брать? На правую кнопку мышки брать. Ой. Хорошо. Куда это мне надо перетащить? Сюда? Реально, смотрите. Ну, давайте перетащим. Какая-то шабака лежит. Грустная шабака. Или она не грустная, а просто шпит. Там что-то непонятное. Так, а тут можно бегать? Можно. Ладно, сейчас перетащим быстренько. Кстати, если кто не знает, человек, вот этот человек, вообще сама игра, это... Так, подождите. Короче, в общем, человек говорит на якутском языке. Вот, это якутский язык. Мой верный друг был Чуд. Так сказать, моя родина. Ну, давайте осмотримся, но у нас фонарика нету. No flashlight. Кстати, знакомая механика. Мы, кстати, вроде играли с вами, вот до этого было предыдущее видео. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Shift Yard, что-то там такое вот. И там точно такая же механика. И вот сейчас только что за мной там появилось уведомление, что у меня нет фонарика. Там было точно так же. Так, прочитать записку. О фильме «Сеттех Сир» коротко рассказал наш журналист. В 90-е годы власти Якутии, стремясь поддержать молодых людей, предоставляли удаленные участки земли для освоения. Так получилось, что Егор с Анной и их маленьким ребенком переехали в старый домик, затерянный среди безлюдных лесов и степей. До ближайшего города было целых 30 километров. Единственным соседом оказалась загадочная старушка Александра, живущая неподалеку. Спустя несколько дней после переезда у Егора пропала лошадь. Он отправился на поиски, но все поиски не приносили результата. В отчаянии он решил обратиться к Александре с вопросами. Может быть, она видела что-то странное? И вот старушка поведала ему удивительную историю о нашествии злых духов, которое когда-то произошло в этих краях в 30-х годах. Кстати, якутские истории, якутские вот эти страшные истории, они очень жуткие. Если вам интересно, вы можете их посмотреть, там есть с субтитрами. Даже, наверное, будут пострашнее, чем японские рассказы. Но мне сейчас, если честно, не очень прям так страшно. Может быть, потому что здесь светло? Не знаю. Хотя, казалось бы, да, это же школа. О, боже мой, школа. Курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Медицинский кабинет. Не входить. Кабинет медика временно будет на 2-м этаже.
Это нам такая небольшая, наверное, подсказка, да, идти на второй этаж, может быть. Поздравляем, 50 лет с днем рождения, школа. Ой, я отвлеклась. Что-то произошло. Так. О, это расписание уроков. Ай, как я давно не видела это расписание. Все время, да, когда вот, например, на следующий день надо узнать расписание, и вы бежите к этому расписанию перед тем, как уйти из школы, смотрите так, ага, завтра у нас математика, русский, физкультура, литературное чтение. Записываешь там, например. Смотрите, вот тут якутский язык, математика. Эх. О, ой, открой. Так, вас приветствует малыш. Он про вас тоже не забывает. 3 это сейф. Так, у нас тут уже первая загадка. 1, 2, 3, 4. Пока что ничего не понятно. Ладно, разберемся. Так, не вглядывайся в темные окна. Уже становится немного не по себе. Испугались? Если испугались, то напишите комментарий. Так, ладно, поехали дальше. О, здесь, походу, нужен фонарик, наверное. Но фонарика мы пока не видели. Так, ладно. Тут закрыто. Ну, как будто хромает, что ли. Или так кажется. Учительская. Так, записка. Директору СОЖ номер 2 Захарову ВК от охранника Алексеева КТ. Служебная записка. Прошу обратить внимание на ситуацию в одном из классов последние несколько ночей, а именно из кабинета медик регулярно доносятся странные звуки. Они напоминают скрежет, шорохи и иногда даже стоны. Звуки слышны после 3 часов, когда школа уже закрыта и в здании никого не должно быть. Я несколько раз пытался выяснить источник звуков, но каждый раз, когда заходил в класс, там не было ничего подозрительного. Возможно, стоит проверить помещение более тщательно. Прошу принять меры и провести проверку. Так. Во. Вот это часы, я понимаю. Да. У нас таких не было, конечно, но я видела такие часы у кого-то. Компьютер старый стоит. Pentium 4, наверное. Так, больше здесь ничего интересного нет. Может быть, какой-нибудь ключ, как обычно, там где-нибудь лежит, который я не заметила. Ладно, пойдемте. Но нам намекают, как будто бы идти в класс... Ой, не в класс, а в кабинет медика. Так, вот тут что-то непонятно. Тут... А, наверное, какая-то музыкальный класс, да, какой-то. Опять, смотрите, загадка тут какая-то. 2. Там было 3, тут 2. Так, что это? 16. Ладно. Не люблю думать в хоррорах. Но приходится иногда пострадать. Ну, если что, мы вернемся. А, кстати, тут, оказывается, этот работает. Может быть, в том кабинете можно будет включить свет? Так, где это было? Это было вроде бы здесь. Да. Смотрите. Во. Классная работа. Боже мой, что это такое? Так, 1, 3, 1, 2. Я поняла. Это, короче, последовательность, а это решение. То есть, какое число здесь должно появиться первым?
и так далее. Не люблю всякие решения, задачи. Математика — это вообще не мое. Ничего в этом не понимаю. О, там слишком темно. Я туда не пойду. Так, это можешь фонарик взять с собой. У тебя фонарика-то нет. Ну ладно. А что тогда? Может быть, сюда? Нет, закрыто. Тут тоже закрыто. Но у нас вроде бы не было фонарика. Я не находила. И где найти этот сейф? Может быть, у нас в машине есть фонарик? Или вот здесь, может быть, лежит? Просто я не заметила, наверное. О! Что это? Директор СОЖ номер 2 Захарова ВК. Так, прошу уволить меня по собственному желанию от занимаемой должности охранника. Причиной моего увольнения является невозможность продолжать работу из-за ухудшения. Что-то голова разболелась. Как же не вовремя. Все молодые, как раньше были, тогда, я бы сказал, тихо в ухо. Страна мира помощь могла обрисовать, я бы сказал, глаза, брови, губы, лицо и его попросту. Смысл этой песни заключается в том, что муж приходит домой и начинает петь. Вот она, Матрена, вот я пришел домой, а там какие-то сами стоят, я захожу домой, и здесь чужие вещи валяются. В чем дело? Скажи мне, скажи. Ладно. И чё, это намек, чтобы он полежал, что ли? Чай попей. Так, это не открывается. Ага. О, тут записка, оказывается. Привет, посмотри, пожалуйста, автомат счетчика. Почему-то в последнее время стала замыкать проводка. И из-за этого перегорают некоторые лампочки. А учебный год уже начался. Еще капает вода в тех помещениях. Разберись, пожалуйста. Кстати, директор сказал, чтобы никто не трогал ничего на вахте. Говорит, завтра почему-то придет участковый. Автомат счетчика. Автомат счетчика надо. Так, уже какая-то музыка началась стрёмная. А, смотрите, у нас же есть здесь лестница, точно. Мы можем подняться. А, здесь закрыто, оказывается. Так. А где автомат счетчика? Так, это не то. Электрический щит. На выходе где-то находится. Так, окей. Но здесь нету вроде бы. Я не могу ничего взять. Ну, тут вроде сейфа не было. Я что-то не припомню, чтобы что-то тут стояло. О! Директору так, объяснительное. Придя 7 августа в ночную смену, я начал обход всей территории школы. После обхода лег спать на 2 часа. Проснулся от сильного ударного шума. Сначала я подумал, что кто-то зашел в школу, но, осмотрев коридор, я не заметил ничего подозрительного. Во время очередного обхода в районе 3 часов ночи мои переживания усилились. В школе было очень тихо,
но время от времени я слышал непонятный шепот. Этот шепот, казалось, раздавался прямо из стен. Я решил прислонить уши к стенам, но не смог ничего услышать. Необъяснимые звуки не прекратились даже к утру. В 4 часа утра я решил уехать из школы в районную больницу из-за плохого самочувствия, оставив без присмотра объект. Угу. Мы нашли какой-то ключ. Так. Мы можем в шкаф зайти? А, нет. Как хорошо, что здесь нет скримеров. А, смотрите, оказывается, надо было нажать, короче, правой кнопкой, а потом левой. И тогда дверь откроется. О, вот и счетчик. Так, хочу проинформировать вас о происшествии, которое случилось 18.01.96 в школе после окончания учебных занятий. Ученики 8 класса остались в школе после уроков, не уведомив учителей. В ночное время они провели на территории школы запрещенные мероприятия, а именно гадание с вызовом духов. Следует отметить, что данное действие выбивается из рамки школьной дисциплины и может создавать неблагоприятную атмосферу в учебном заведении. После проведения гаданий учащиеся утверждают, что вызванный ими дух остался в школе. Прошу вызвать родителей провинившихся учеников в школу и провести собрание. Угу. Хорошо. Дети вызывают всяких духов. Понятно. Классное развлечение, конечно. Так, это у нас загадка. Воу, тихо. Сюда надо, походу, что-то вставить, да? Короче, в общем, я воспользовалась небольшой подсказкой, потому что я здесь не нашла, так сказать, какую-то последовательность, логику. Для меня это трудно. Вот, я немножко смухлевала, извините меня за это, конечно. Так, там было вроде синее, розовое и вот это, да. Все. Теперь... Теперь должно работать. Что это было? Блядь. Что со мной происходит? Теперь осталось перекрыть кран и поскорее сваливать отсюда. Там какой-то дед на нас смотрел. Ой, что это было? Перевернуло. На 360 градусов нас повернуло. О. Теперь тут свет. А, мы же включили, точно. Так, тихо. О. Так, пока тоже непонятно ничего, ладно. Опа. А это типа трудовая... трудами, короче, тут занимались, да? Неогражденная пила опасна. Ясно? Ясно, ясно. А что там за дед-то был, а? Ой. А, нам, походу, это надо, да? Дети балуются просто. Угу. Правила ночных прогулок. Они следят за вами из окон. Не заговаривайте с девушкой без тени.
Если вас с собой зовет одинокий ребенок, это не ребенок. О, мурашки аж по коже прошлись. Ой, господи. Возьми ее. А, это проход, что ли, открывается? Все, я поняла. Получилось с миллионного, 500 миллионного раза. Нужен вентиль, чтобы перекрыть воду. Все, надо уходить отсюда. Да, пойдем. А нас, наверное, не пустит никто. Я так чую. Сейчас, наверное, что-то будет. По-любому. Собакен. Что такое? Ты чё гавкаешь? Болчут, ты что? Все же нормально. Успокойся, мальчик. Что такое? Все, мы уезжаем. Мы все сделали. Сейчас машина не заведется. Да? Хая. Вроде где-то была канистра. А, я знаю где. Сейчас принесу. Она находится в комнатке нашей. Вот она. Оу, ты чё? Что с тобой? Что со мной? Ой, что такое? Как будто газета поменялась. А, нет, показалось. Что с тобой? Булчут, ты как сюда попал? Ну там кто-то стоит. Ёлки-палки. Да, видите, там кто-то стоит. Воу, тихо. Ой, это что такое? Ты кто такой? О, жесть. Мамочки, вы просто не представляете, как мне сейчас стрёмно здесь находиться. Надо найти Булчута. Он где-то здесь гавкает. Что происходит? О! Блять, нихуя себе, блин. Нифига. Это что такое? Это что-то новенького.
Опять эти лабиринты всякие. Ненавижу лабиринты. Улица. Вау! Какая красота, смотрите. Какие огромные руки. Все, и мы упали вниз. Нас кто-то закапывает. Что происходит? Отпустите меня! Боже мой! Спасите! О, мы очнулись там же, где и упали. Так, все, валим, валим отсюда. Со всех ног. Я что, потерял сознание? Я все еще жив. Да ну нафиг. Все, все, надо заправить машину и ехать. Ой. Эй, заправляй машину. Ой, куда она улетела? Нет, 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 не улетай. А как воспользовать-то? А, господи, просто надо было подойти. Все, все, валим, 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 валим. Валим все. Шабак. У нас разве был телефон тут? Ёлки-палки. Как это все тут оказалось? Дороба, сох, бырагай. Почему они заперли эту дверь? И зачем сюда поставили этот сейф? А вот и сейф, как раз-таки, что надо загадать. Сёп. Короче, это типа как доска Уиджи, только такая якутская версия. Вот с этой штукой вообще дела очень плохи. Я вот хоть и не верю, да, во всякие там нечисти и все такое, но вот в эту хрень мне жутко об этом думать. Потому что куча всяких историй есть на реальных событиях, которые произошли, где молодежь, короче, решила развлечься, типа там вызвать духа, а потом оказывается, что там через несколько дней кто-то из них умирает, либо они все умирают, всей компанией, короче. Коллеги, если вы не можете открыть сейф, просто поставьте крутилку обратно на 12, затем снова подберите код. Только оттуда брать ничего не надо, и код никому не сообщайте. А, трубку я уже не могу взять, да? Ну ладно. Так, ага. Ну, в общем, загадка мы можем потом разгадать, но это, наверное, уже в следующей серии. Так что, если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и комментируйте что-нибудь. Что-нибудь пишите, пожалуйста. Все, на этом будем заканчивать. Так что, все, всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.